В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии ликвидирован 581 пожар общей площадью более 900 тысяч гектаров. Озвучим актуальную пожарную обстановку. Одну из лучших котельных в регионе строят в селе Барагонцы. Коэффициент полезного действия будет выше 80%, и при этом выброс вредных веществ в атмосферу существенно сократится. Завершился второй день всероссийских и международных соревнований по вольной борьбе среди юношей в честь олимпийского чемпиона Павла Пенигина. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии ликвидирован 581 пожар общей площадью более 900 тысяч гектаров. Только за минувшие сутки ликвидировано 26 очагов. Так их число сократилось до 150. На тушение огня положительно сказываются и обильные осадки. При этом режим чрезвычайной ситуации муниципального характера продолжает действовать в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Алекминском, Ленском и Усть-Майском районах. Особый противопожарный режим действует на территории 21 района республики, в связи с чем ограничено пребывание граждан в лесах. На особом контроле Главного управления находятся 9 приближенных к населенным пунктам природных пожаров, в основном в Алекминском и Верхневилюйском районах. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Аэромобильная группировка МЧС России задействована в Алекминском, Верхневилюйском, Абыйском и Алданском районах. Сегодня в Алекминском районе работает вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Что касается задымленности, то она наблюдается на территории 84 населенных пунктов, 16 районов и в Якутске. За сутки на территории Якутии отработано и исследовано 80 проб атмосферного воздуха. Из них с превышением ПДК химических веществ установлено в селах Амга, Сунтар, Кентик, Верхневилюйск, Намцы и в городах Нерюнгри, Нюрба, Алдан. Случаев отравления продуктами горения угарным газом не зарегистрировано. В Якутске активно возводят новую школу по улице Ивана Кульбертинова. Строительная готовность объекта более 60%. Будущее учебное заведение будет самой большой школой на территории региона. Трехэтажное здание площадью более 17 тысяч квадратных метров рассчитано на 990 учащихся. В школе также предусмотрены столовая на 540 посадочных мест, медицинский блок, 2 спортзала, актовый зал на 228 мест, хореографический зал, библиотека с читальным залом, зоной для индивидуальных занятий с компьютерами и книгохранилищем. Завершение строительства планируется в конце этого года. Обучающиеся начнут занятия уже с 1 сентября 2025 года. В первую очередь эта школа была построена для районов с условием сейсмики, поэтому она сейсмоустойчивая при землетрясениях. Второе, она сделана по всем современным последним нормативам площадей пожарной безопасности, поэтому площадь ее значительно выше, чем у всех предыдущих школ, составляет 17 тысяч, там почти 400 квадратных метров. Да? Уникальность в том, что здесь не только учебные классы, да? Здесь и интерактивные музеи, и коворкинг-зоны. Четко разделены зонирования между начальными классами, средними и старшими классами, чтобы не пересекались. Обеспечивается эвакуация, конечно, обеспечиваются все антитеррористические требования современные, которые в последние годы, значит, вызывают все большее напряжение. Одну из лучших котельных в регионе строят в селе Барагонцы. Коэффициент полезного действия будет выше 80%, и при этом выброс вредных веществ в атмосферу будет существенно снижен. Подробности в следующем материале. По существующей федеральной программе на западной части села Барагонцы строят котельную «Запад-2» мощностью 24 мегаватта вместо морально устаревшей котельной «Рапо». При этом будут оптимизированы 3 старых котельных. В новой котельной будут установлены 8 котлов «Такот». Вводом объекта занимается компания «Инженерные сети проект». Вместо котельных РДК «Кэскил» и «Центр» будут установлены БЦТП. Это блочные центральные тепловые пункты с погодозависимым регулированием. БЦТП-центр составляет мощность 5,97 мегаватта, БЦТП «Кэскил» составляет мощность 1,46 мегаватта и БЦТП «РДК» составляет мощность 4,57 мегаватт. Видно, что строители работают на качество, и темпы работы не снижаются, несмотря на непогоду. На объекте работают более 30 специалистов. Скоро прибудут еще больше сотрудников. Они построят теплотрассу.
На данном объекте у нас работает 35 человек, из них 15 сварщиков, 20 монтажников. Срок сдачи нашей котельной сентябрь 2025 года. Котельная будет полностью автоматизирована, что исключает неподъемный труд человека, как в старые времена. Оперативный персонал полностью контролирует все процессы. В случае каких-то нештатных ситуаций автоматика полностью данные процессы контролирует и обеспечивает очень качественное горение, да, и при каких-то отклонениях будет происходить остановка. После ввода объекта с 2026 года начнут вводить частные сектора на центральную отопительную систему. Юрий Осипов, Аял Молокотин, Усть-Алданский улус. Участникам спецоперации и их родственникам оказывает целый ряд мер поддержки, в том числе направляет на санаторно-курортное лечение в Якутии и России. На сегодняшний день такой мерой воспользовались 360 родителей военнослужащих. Данную услугу оказывают в виде денежной выплаты в размере стоимости путевки до 60 тысяч рублей. Выплату можно получить в размере понесенных расходов или частично до 80% от стоимости путевки в учреждение Якутии. Продолжительность лечения при этом не превышает 14 дней. Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо обратиться через многофункциональные центры, расположенные в каждом районном центре или в городе Якутской Республики, а также, что более удобно, направить свое заявление через портал государственных услуг. У нас на портале государственных услуг размещено комплексное заявление, где есть специальная строка «Санаторно-курортное лечение для родителей, участников специальной военной операции». Поэтому очень удобно таким образом подать свое заявление, и Управление социальной защиты по месту жительства рассмотрит такое заявление и примет решение. Вот уже несколько лет благодаря программе «Дальневосточный гектар» в Горном районе работают 2 туристические базы отдыха. В своем районе семья Алексеевых и Агеевых стали первыми участниками этой программы. К примеру, семья Алексеевых на своем гектаре при поддержке районной администрации запустила турбазу с баней «Шишки», которую уже посетило около 600 гостей. Также на днях после долгой подготовки прошло открытие купального сезона базы отдыха «Матта». На базе работают разные аттракционы для детей и взрослых. Мы в этом году, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и спорт среди населения и наших гостей, мы сделали площадку пляжного волейбола. У нас на базе сейчас стоит камень, таз, на котором был установлен рекорд именно Джилстаном, чтобы наши жители Ведлигистяха, гости, подрастающее поколение могли прийти, поднять камень и испытать свои силы. Награждены победители международного исторического диктанта на знание Великой Отечественной Победы «Диктант Победы». Всего в акции по всему миру приняло участие более 2 миллионов человек, из которых 19 тысяч написали диктант в Якутии. Отмечу, что самому возрастному участнику «Диктанта Победы» 102 года. 5 человек, написавших региональную часть диктанта на максимальный балл, наградились сертификатами и памятными подарками. Кроме того, были вручены и дипломы за 2-е место в дальневосточном этапе Всероссийской исторической интеллектуальной игре 14-18. В Российской Федерации 6-й год проводится международная акция «Диктант Победы». Это акция, которая получила большую поддержку. В этом году в 60 государствах люди подошли со своими флагами, плакатами, с песнями. И это говорит о такой любви к своей родине, которая заложена в душе и в сердце. Завершился 2-й день всероссийских и международных соревнований по вольной борьбе среди юношей в честь олимпийского чемпиона Павла Пенигина. Сегодня были предварительные схватки до полуфинальных встреч и борьба за 3-е место. Юноши 9-10 годов рождения и моложе боролись в 17 весовых категориях по правилам выбывания после 2 поражений. Напомню, начиная со вчерашнего дня до 21 июля спортсмены из 4 зарубежных стран и 15 регионов России сразятся за звание победителей и призеров. Но уже завтра, 19 июля, начнутся финалы. В этот турнир приехали первый раз. Турнир очень хороший, нам нравится. Спасибо за такой турнир олимпийским чемпионам.
Павел Павлович Пенигин. В этот раз приехали 5 человек, 4 спортсмена, 1 тренер. В следующем году, иншаллах, команду сделаем, приедем. Вообще супер. Мы первый раз боремся в таком условии, вот такой. Никогда вот не боролись таким. Мы боролись там в Казахстане, там в Средней Азии, мы везде боролись. Ну, в таком ковре мы не боролись. Барменская ассоциация Якутии организовала конкурс среди лучших барменов республики. Мероприятие проходит в 2 номинациях – классика и флейринг. Специально приглашенным гостем и судьей стал представитель Барменской ассоциации России Алексей Баткунов, бренд-амбассадор компании «Ладога» из весьма известного по всей России новосибирского бара «Nobody Knows». Участие принимают 10 барменов из индустрии гостеприимства. Им предстоит продемонстрировать высокое мастерство владения искусством барменского дела. Обладатель титула «Лучший бармен Якутска» получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей, а все остальные участники – подарки от спонсоров и партнеров мероприятия. Наша индустрия развивается, потому что индустрия гостеприимства, да, мы ее так называем, она влияет в первую очередь на уровень жизни города, да, и развитости вкусов у потребителя, да, у людей, которые ходят по заведениям. Вот. И, собственно, ребята, которые сегодня пришли на мастер-класс, которые будут сегодня участвовать в конкурсе, это, собственно, их прямая обязанность. На мастер-классе я рассказывал про современные тренды миксологии, современные тренды вот, индустрии гостеприимства, про ключевые бренды компании «Ладога», про наши собственные торговые марки и также про некоторые импортные бренды, которые мы дистрибьютируем официально в России. Сквер Карла Маркса на пару часов превратился в место для чтения стихов знаменитых поэтов. Объединить людей разных профессий и возрастов на одной творческой площадке с задачей поиска вдохновения, обмена опыта, а также поддержки молодых авторов-поэтов является целью поэтических вечеров, организованных энтузиастами Якутска. Перед самим чтением провели мастер-класс по технике речи, музыканты исполнили произведения на гитаре и скрипке. Следом собравшиеся смогли прочитать произведения Игоря Северянинова, Александра Пушкина и многих других. Не обошли стороной якутских поэтов, которые представили стихи собственного сочинения. Меня пригласили сюда, я уже не первый раз выступаю на таких вот общих мероприятиях. Меня пригласил Андрей Адамов, мой давний знакомый, который организовал весь этот конкурс. Участвую не так давно, потому что я и стихи-то совсем недавно начала писать, когда вышла на пенсию. О любви очень много стихов, о моем любимом зеленом луге. Это большая половина, потому что это моя любовь неземная к этому месту. На этом все. До встречи в дальнейших эфирах.